Так, ребят, все чисто. Его уже все убрал. Тут тоже порядок. Вот так все выглядит. Печку тут оставляем. Все. Ничего прятать, ничего от кого не стану. Там дровишка пускай там будет. Осенью придем, если что к чему уберем. А так, в данный момент ничего трогать не стану. Или дровишку может туда поднять, под крышу, чтобы вон туда надо лучше. Вот так уберу. Пускай так будет. Правильнее так, ну ладно. Еще 3 доски спрятал под навес, чтобы не сгнили. Ну, где я вот здесь под пленкой ставлю. Еще закрываем. Вот так. Только остается, ребят, мне поблагодарить это болото, что дала нам уток, вернее. Ну, как получилось. Бывало, больше стреляли, но в этом году 2 охоты по 2 утки вполне достаточно. Так что шалаш до осени. Пока. Встретимся осенью. Обязательно придем. Будем снова здесь косить. Подготавливаться. А сейчас пойдем. Солнце встает. Сейчас 2 утки еще прилетели, пока я собирал пчела, все это дело. Ладно. Вон лягушки. Куда он спрятался-то? Нырнула куда-то еще. Исчезла. Как ни странно, вот сейчас вот они активны, очень много их. Прям кипит болото этими лягушками. А летом они куда деваются? Или куда-то они там, где-то они там внутри этого, под мхом, всем этим. Может там подводное озеро какое, или в спячке они круглый год потом. Интересно. Щена. Да. Вот наша скошенная щена прошлогодняя. Ну и тут отмечал я до сюда, чтобы косить. Ну, на эту палку тоже здесь оставлю для отметки. Да, к сожалению, быстро высохло все. Знаете, в другие года тут очень много воды бывало, очень много уток. Прям, знаете, вот по утру они просто не перестают, они летают, кричат, садятся там, сидят и перекликаются. Их много. Но в этом году так получилось, что весна ранняя, и, наверное, все-таки вот эти утки, которые на болоте обычно обитают ранней весной, они уже здесь были и уже улетели. Это остатки, осталось вот. А основной поток уток сейчас идет по реке. Ну и они высоко летят.
Я лучше тут одну или две утки подстрелю, чем десятки патронов на реке стрелять. Потому что там кажется, что утка близко летит, стреляешь. Но я через это проходил, и мне это не надо, не хочу. Просто это стрельба в пустоту. А здесь уже верняк. Ты знаешь, отметил свою территорию, как бы вешки стоят. Но это примерно вот под выстрел у меня все сделано. Если дальше сядет утка, значит уже за палкой, скажем, что вот я оставил. Если дальше сядет, это уже расстояние. Мало шансов, что ты попадешь в утку или же под ранком улетит. Но эта охота мне понравилась. Что прошлый раз приходил там, 2 утки добыл. Но красиво же получилось. Одного сидящего, второго в лед стрелял. Сегодняшнюю охоту, если пробежаться, вспомнить, знаете, вот первая кряква, тоже интересно, как она села, как этот кряква сел. Это самец был. Я думал даже, что это нырковая утка. Так интересно все получилось. Но промахнулся я, не попал. Потом вот утром сегодня в чирка стрелял, трестунок. Это был трестунок. Он крупнее свистунка, трестунок. Но вот тоже я, знаете, вот дробинки там, когда патрон заряжаешь, 20-й калибр, но не меньше 30, наверное, дробинок там. Знаете, из 30 ни одной штуки не попадает, бывает, в птицу. Вот тоже он улетел. Ну, а добытая утка это свияж. Не смертельная рана сразу получилась. Она тоже в голову ему попала. Я и не рассмотрел. Там он кружился там. И кряква тоже. Вот я выстрелил крякву. И кряква сразу как будто все смертельно, как будто он умер. Думаю, все, попал, умер. А в итоге он еще много дергался, шевелился. Вот такой восход солнца. А там самолет летит прямо на нас. Шпарит, прям шпарит. Вот такие дела. Ну, это на реке стреляют. На реке стреляют. В пустоту. Сейчас нырковые пойдут. Они ниже летят. И когда дождливая погода, вообще нормально. Вторая весна такая вот, без воды, болото. Кто-то на мотоцикле поехал. Хотел по дороге подниматься. Не знаю, что делать. Короче, едет. Кто-то вроде белый мотоцикл вроде был. Короче, я решил еще погулять. Здесь оставлю рюкзак. Вот тут. Прям вот тут и оставлю. Буду я таскать его.
А сам схожу по дороге. Погуляю. Просто погуляю, охота. Вот тут шалаш тоже стоял раньше. Там один шалаш. Кулики. Красиво. Но вода только параллельно этой дороге. Дальше там. Ну, гусятники там сидят. Отсюда еще 1,5 километра надо по болоту идти. Там хорошие места. Лежни уже нету ничего, только шпалы остались. Это лесопунтовские дороги. Остатки. Все уже остатки. Остатки сладкие. Будущего нету. Ни в чем нету. Сейчас живут одним днем. Никто эту дорогу больше не сделает, не отремонтирует. Вот этот пятачок, в принципе, никто не занимал еще. Несмотря на то, что лес круговую. Думаю, если здесь чучела раскидать, ну, утки-то здесь летают. Тут дальше еще посмотреть хочется одно место. Не знаю, дойду или нет. Если не надоест, схожу. Давно уже там не был. Посмотреть. Там тоже должны быть шалаши. Для похода вообще погода вообще шикарная. Чуть-чуть прохлада. Этого комара еще нету. Хорошо. Всю зиму я мечтал об этом. Всю зиму. Послушать пение птиц. Вот так и уходит вода с этого болота. Такие ручьи.
И за сутки знаете, сколько воды уходит? Очень много. Поэтому уровень с болота и быстро падает. Кругом птицы. Кряква взлетела. Вот тут, оказывается, щелан. И сидел. Самец один. Так что можно покричать манком. Вот и самочка. Сперва самец взлетел. Это уже самочка. Уф, ослепляет. И невозможно на солнце смотреть. Он летит. Че, у них развод, что ли? А, нет, еще две. Кряквы не такие, в таких местах они. Целый день можно их манить. От мотоцикла проехал он. Они даже и вообще не взлетели. Да и от меня кое-как. Вот тут очередной мост, смотрите. Также ручей идет. Это уже новый мост. Времянка так. Тяп-ляп поставили еще. Нормально. Тоже только кулики. Все ясно, понятно. Давно хотел здесь посмотреть. Там, оказывается, шалаш обновленный. Там даже скошена территория. Тут
Шалаш как бы старенький, но и место тут, скажу вам, очень много травы. Этот шалаш неправильно стоит. Надо шалаш в этой стороне сделать. Восход оттуда. Почему там поставили? Да. Я думал, тут просторнее. Оказывается, не очень. Угу. Там еще добытый вообще уже каркас шалаша еще стоит. Ну вот, это место я еще хотел посмотреть. Дальше не пойду. Дальше бесполезно идти по дороге. Нечего там ходить. Ну что, ребят, пойдем обратно и уже домой. Такая небольшая экскурсия сегодня получилась у меня. Для себя тоже новое место открыл. Ну тут я даже осенью не бывал. Может, кто и клюкву тут собирает. А я сюда даже за ягодами не хожу. Вот. Но было интересно узнать, посмотреть, познакомиться с этим местом.